Меня зовут Руфина, я пока учусь, я учусь в первом меди, на 4-м курсе уже. Ради чего ты здесь? Как бы все люди здесь приходят, у каждого своя цель, а какая у тебя? Ну, зарядиться энергией, я не знаю, пообщаться с земляками, вот. Прочувствовать атмосферу дома и просто насладиться вечером. Ты здесь присматриваешься или все же приходишь просто, чтобы насладиться атмосферой? Наверное, больше просто насладиться, найти друзей побольше, наверное, чем парня. Ну смотри, вот за вечер, допустим, который ты здесь, сколько ты друзей уже нашла себе, сколько контактов получила? Ну, я не знаю, сколько, просто большинство уже знакомых мне людей, вот. Ну, наверное, в районе 10, наверное, человек точно можно найти. Сколько ты зарабатываешь? Я не работаю, я получаю стипендию 2000, вот. И как ты живешь на такие деньги? Родители присылают. Меня зовут Эльдар, мне 20 лет, я учусь в РАНХИКСе. Ты здесь первый раз или уже много посещал это место? 364 дня назад первый раз сюда пришел. Напоминает дом, в Москве таких мест очень мало. Вот. Всегда большое количество людей и вкусная еда. А как насчет татарок? Ой, на такие вопросы не отвечаю, но все красивые, замечательные. Ты уже зарабатываешь как-то или у тебя стипендия только из заработка? Нет, я учусь на платке, у меня нет стипендии, и я не зарабатываю. То есть ты живешь пока за счет родителей? Я учусь на бюджете своих родителей. Во-первых, знаний не хватает для того, чтобы зарабатывать на ту же стажировку. Чтобы попасть, нужны знания. Вот, после этого семестра, может быть, попробую. Хотел бы ты добавить сюда какую-нибудь игровую зону, либо читальную зону, либо вообще какое-то мероприятие по поводу, не знаю, допустим, просмотра фильмов или что-то такого? Ну, вообще, насколько я знаю, в штабе татар просмотры фильмов, по-моему, проводятся. Здесь собираются иногда для игр каких-то. Вот в прошлом году, например, по-моему, чемпионаты по шахматам проводились, по настолкам каким-либо. Поэтому я не считаю в воскресенье нужным это делать. Смотри, сколько ты готов выделять на свою будущую девушку денег? Ну, пусть сама зарабатывает. То есть ты скажем так, из равноправных, да? Да, я из равноправных. Считаю, что не должно все держаться на мужчине в плане финансовом. Пусть лучше будет 2 источника дохода в семье. Минимум 2. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Лейсан, привет. Почему ты здесь? Потому что мне очень нравится здесь атмосфера. Я всегда чувствую, как будто бы это что-то родное. Вот, чего мне не хватает в Москве очень часто. Вот, такие дела. Ну смотри, ты пришла сюда. Как ты думаешь, здесь какие-то есть красивые татары, которые могли бы стать чем-то большим для тебя? Ну, возможно, есть. Но вообще татары все красивые, между прочим. А так, возможно. Какие главные качества вообще для выбора парня у тебя? Целеустремленность, ум. На самом деле, это для меня самое главное, чтобы мы были единомышленниками, наверное. Вот, доброта, забота, внимательность. Вот. Внешность для меня не главное. Насколько важно, чтобы парень был татаром для тебя лично? Для меня, наверное, это важно, вот, потому что все равно я ценю нашу культуру, и мне хочется, что как-то ее сохранять в течение жизни, вот. Тимур, учусь на 1-м курсе политического управления РАНХИКС ООН. Ради чего ты здесь вообще пришел? Чтобы посмотреть на татар в столице, чтобы почувствовать частичку родного дома здесь. Сколько ты зарабатываешь? У мужчины не спрашивают про зарплату. Привет, как тебя зовут? Ясмина. Я учусь в финансовом университете при правительстве, направление бизнес, аудит и право. Неплохо. То есть ты в сфере денег крутишься, да? Хорошо, тогда вопрос будет такой. Сколько ты зарабатываешь? И сколько хотела бы зарабатывать вообще в будущем? Ну, не знаю, от 100 тысяч, не знаю. Я не думала об этом. Ну ладно, сколько тогда ты тратишь в месяц, не зарабатывая, в принципе? У себя в городе я тратила очень мало. 4 наверное, а тут в Москве пока потратила около 8 за неполный первый месяц. Будучи в Москве, ты слушаешь татарскую музыку? То есть каких-то, может, новых исполнителей, либо старых, таких, которые более народные у нас? Слушаю Айдара Галимова, слушаю Тухватуллина, Хане Фархи. Вот их в основном. Всем добрый вечер, я Лилиана, мне 19 лет, я учусь в Государственном университете управления на направлении гостиничный и ресторанный бизнес. Ты сейчас зарабатываешь
некую сумму в месяц или нет? Нет, я сейчас не зарабатываю, не работаю, только учусь. Насколько сказывается вообще на твоем состоянии отсутствие как бы какой-то заработной платы? Я бы не сказала, что прибыль, доход и как бы, в общем, деньги не играют большого значения в моей жизни. Вот сколько есть, столько оно и как бы есть. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты провела это лето? Привет, я была на море и в своем родном городе. И как тебе твой родной город после Москвы? Все так же, как и обычно. Как ты думаешь, можно ли влюбиться в штабе? Ну, если только в целом, в людей, в атмосферу. Какая твоя самая любимая еда? Бишбармак. А сама ты умеешь готовить? Бишбармак, да. Это хорошо. Вот ты здесь находишься, смотришь как бы все вокруг. Что тебе еще нужно, чтобы максимально погрузиться в атмосферу татарскую? И... Щак-щак нужен. С ним было бы вообще хорошо. То есть, если татарская кухня здесь будет как бы на высшем уровне, тогда ты будешь сюда постоянно приходить, каждую неделю, верно? Ну, я бы из татара каждую неделю уже приходил. Насколько тебе вообще люди нравятся здесь, которые ходят? Ну и парни, и девушки, собственно. Все, кто сюда ходит, среди девушек, все очень красивые, все парни очень общительные, все 10 из 10, поэтому все татары должны сюда приходить. Если бы возможность была здесь прожить, то есть, ну, жить, оставаться, ночевать, ты бы оставался? Нет, потому что я хочу, чтобы это место у меня ассоциировалось именно как с праздником, а не с чем-то повседневным. Вообще было бы прикольно создать какой-нибудь книжный клуб. Я не знаю, он есть или нет. Было бы интересно вот собираться так. То есть татары вот приходят, какую-то книжку вместе читают и потом обсуждают. Такой формат? Да. Именно такой. Ты умеешь готовить что-нибудь из татарской кухни, из пачмаки, может, бишбармак? Ой, я умею готовить чак-чак. Мы в общаге готовим, вот так что, если что, зовите, я умею. Очень вкусно получается. Скажешь адрес, чтобы мы могли приехать и поесть с тобой чак-чак? Как ты думаешь, здесь можно найти парня себе? Что? Можно ли здесь найти парня? Здесь это где? В штабе? Вот здесь в штабе, то есть в атмосфере. В этой. Ну, наверное, можно. Кто хочет, тот всегда найдет. Большинство опрашиваемых приходили уже несколько раз сюда. Вот ты как первый раз сюда пришла. Вот какое было первое впечатление, и вот сейчас что ты вообще ощущаешь от этого места? Когда только приехала, было некомфортно, слишком много людей, а я тут первый раз, все друг друга как будто бы знают. Но сейчас уже лучше, сейчас я с кем-то познакомилась, вот, поэтому в целом тут прикольно. Что бы ты хотела добавить в это место, чтобы максимально получать удовольствие от нахождения здесь? В целом меня тут вообще все устраивает. Наверное, добавила только больше открытости, но это уже больше касается людей, а не именно штаба. А так в целом все устраивает, все классно. Все, ты огромная молодец. Давай, пока-пока. Как тебе вообще малолайф, который отсюда? Ну, я считаю, парни со штаба очень добрые и хорошие. И сразу видно, что они из хорошей семьи, воспитанные, и у каждого есть своя изюминка, которая, естественно, вдохновляет не только меня, я думаю, и многих других девушек. Вот, и вот такое вот у меня мнение. Для тебя принципиально, чтобы это был татарин, или можно и русского взять себе? Нет, я за то, чтобы это был татарин, мусульманин и, естественно, богобоязненный. Какие из мероприятий штаба тебе нравятся больше всего, на которые ты приходишь и получаешь наибольшее удовольствие? Самое запоминающее мероприятие, я думаю, это был Рамадан, священный месяц. Здесь собирались на ифтары, мы их хорошо проводили. Самые крутые татарские певцы. Салават? Какую вообще музыку предпочитаешь слушать? Татарскую, конечно. Молодец. Какие твои самые любимые книги? Я люблю что-то психологическое. Я с тобой полностью согласна, я тоже. Насколько тебе нравится московская атмосфера, московский менталитет и люди, которые здесь живут? На самом деле Москва в современном виде мне не очень нравится. Мне больше нравится Москва Советского Союза 70-х годов, когда на улицах ездили «Волги» черные, а не «Мерседесы» белые, как сейчас. Вот. Ну а так город как город, конечно, Татарстан попривлекательней будет для жизни, а для работы Москва лучше. Смотри, здесь в Москве русская культура. Что бы ты взял из татарской культуры, выцепил, и добавил сюда, в московскую культуру, чтобы жизнь стала лучше? Я думаю, сабантуев хватает, всего хватает. Может быть, какие-то мероприятия, связанные с
культурной жизнью Татарстана сюда, побольше, чтобы их было. Я сюда хожу, чтобы развеяться после тяжелой, трудной рабочей недели, вот, пообщаться с людьми, которые из разных городов, с которыми я в обычной жизни не могу пообщаться. Сколько вообще должен парень зарабатывать, чтобы хотя бы ты обратил на него внимание, так скажем? Допустим, 80-100, где-то так. То есть вот я зарабатываю 60, ты на меня даже не смотришь. Сколько ты тратишь обычно в месяц? Наверное, 1030-40, что-то в этом роде. Вот. Как тебе атмосфера вообще вот этого места? Приходила бы сюда вот каждую неделю на протяжении, допустим, года? Приходила бы, почему бы нет? Здесь можно найти своих каких-то новые знакомства, образовать какой-то комьюнити. В принципе, здесь такой очень хороший народ, все очень веселые, все куда-то к чему-то стремятся. Мне здесь очень нравится, здесь очень теплая атмосфера. Вот. Как ты вообще относишься к татарской музыке? Я очень люблю татарскую музыку. В штабе всегда есть такие мероприятия, как танцы татарские народные, но больше всего здесь присутствует пение. И у нас очень много прекрасных парней и девушек, которые поют замечательные песни. Вот. И в этом году, когда я ездила к родителям, первое, что я сказала о штабе, это здесь не только круто, здесь, это не передать словами. То есть, естественно, каждый человек воспринимает по-своему, но для меня это что-то больше, чем просто замечательно. Cooper